Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Дай подкаст, и сегодня мы в изумрудном составе, теперь такое название, изумрудный состав. Нурбек Карабала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум. Сула, наш боец KZ. Бонжорно. Виктория Говоркова, 1 на 1 без перчаток. Изумруд. Изумруд нашей программы. Меня зовут Михаил, это Nice Дай подкаст. Раз в неделю мы встречаемся с вами, обсуждаем самые интересные и громкие новости. У нас, во-первых, прошел турнир Найза 71, прошел, я считаю, на ура. О нем мы тоже немножко поговорим, но по традиции начнем мы с турнира UFC, в котором тройной чемпион Генри Сихуда, он так себя называет, встретился с Сонгом Едонгом. Кто смотрел UFC? И прежде чем начнем, друзья, обязательно подпишитесь, напишите комментарий и нажмите лайк или дизлайк. Для вас несложно, для нас очень важно. Ну давай сразу спойлер. Мы сегодня будем на какие-то вопросы отвечать, которые тебе присылают? Нет, я не опубликовал. Ну, я думаю, что нормально. Мы и так неделя была насыщенной, и есть о чем поговорить. Ну, реально, очень много турниров было. Кто-нибудь UFC смотрел? Сула, ты смотрел? Да. Ну, Одним глазком. как раз как и Сихуда, потому что он чуть не лишился одного глаза. Твои впечатления? Я немножко, конечно... Вот что вот получается? Можно, короче, кого-то травмировать, да? И оказаться победителем? Да. Ну, правила, они немножко Сихуда плавающие. проиграл, получается? Сихуда да, проиграл. отдали. То есть он не смог, он говорит, я вижу, говорит, Сонг Едонга, говорит, я их двух вижу, короче. Но он ему тыкнул, тычок в глаз прям конкретный был. Там в два Он глаза. Да. фотография раскрытой его глаза ладонью, вот так вот, короче, ему в глаза, фах, короче. Он говорит, я его вижу, говорит, двоих. А какой раунд это был? Это был третий раунд. Он но восстановиться оставалось- не смог. И отдали победу, говорит, по очкам, которые Оставалось были. Там не 15 совсем, минут? короче, как было. Третий раунд, оставалась минута до конца раунда. Вообще, в целом считают, по-моему, 2,5 раунда. Если прошло, то считают тогда судейские записки. Ну, вел он, значит, да, тот, да? Но там какая была ситуация? Последнюю минуту полностью Сихуда дал, потому что он не видел вообще. Он просто типа пытался защищаться, и Едонг по нему попадал. То есть, получается, минуту он потерял из-за того, что просто не видел в бою. Вот. Но при этом рефери попросил их начать типа 4-й раунд, чтобы официально остановить. Вот мне интересно было, чтобы, может быть, позвонить кому-то из судей. У тебя же как раз, куча друзей, да, судейской коллегии, аккредитованных там, да, тот же Мунлык, например, и, может быть, у него проконсультироваться было бы интересно. Просто я не совсем понял вот этот момент, зачем начинать было 4-й раунд и сразу же останавливать бой, если можно было в перерыве остановить же, наверное. Вот я не совсем понял, короче, вот это правило. А так, конечно, да, все больше, короче, попаданий в глаза, это немножко... Короче, нужен был больше Сонг Едонг, чем... Так, с каким рекордом? А Сонг Едонг как раз и крайнюю свою схватку проиграл. Да, Петруян. Ассаламу алейкум. Ты UFC смотрел, Маке? Который Сихуда, нет? Я в дороге был. В дороге был, да? Спроси, Давай. может быть, просто про нюанс по поводу остановки. Вот если после какого времени считаются записки... А почему победу отдали тому, если тычок глаз был, и это был конец третьего раунда? А в глаз попало, что ли, что-то? Да. Такой тема была? Муха, да, пролетела, в глаз попала. Давай я посмотрю, он приказ. Ну мы на подкасте сидим, ты, короче, не в теме, да? Да, мы хотели проконсультироваться как Я раз. в дороге, братан, пока 800 километров туда, потом самолет сюда, На лошади, что ли? А? На лошади ехал? Куда ехал? На лошади? Ладно, давай. Вообще раньше было правило, что если проходит экватор, бой, тогда считают судейские записки. Но так получилось, что после того, как он в глаз ему попал, он еще минуту проиграл из-за того, что он уже вообще ничего не видел. То есть и в целом двое судей отдали 1 раунд Генри и 2 раунда отдали Сону Юдону. Но если бы вот этой минуты бы не было, интересно бы, как бы был счет. Короче, такая коллизия интересная. Хотелось бы какого-то рефери, вот, аккредитованного судью послушать. Я думаю, тебе надо будет как раз таки с Нурбеком записать, потом будет. Ну да, то есть... Интересная тема вообще, просто какой-то прецедент же может произойти из-за этого. То есть он и произошел в целом. Да, он и произошел по большому счету. То есть ты можешь быть уверенным, что выиграл, к примеру, 2 раунда, и в третьем у тебя дыхалки уже нет, короче, да? И ты можешь просто тыкнуть ему в глаза. Так посильнее, чтобы он уже не смог продолжать бой. Там точно в правилах есть намеренное нанесение Да, запрещенных там действий или ненамеренное. То есть, просто Сон Юдонг, вот интересные UFC перчатки,
Я просто не знаю, ты сравнивал вот UFC и найзовские перчатки? Нет. Сильно отличаются, нет? Просто реально у UFC довольно часто в глаза тыкают. Хотя там и боев больше, определенно. Но вот смотришь просто СНГ промоушен, и там не так часто в глаза попадают пальцами. Как... Ну, знаешь, во-первых, вот эта винтовка, как его? Тейп. Тейп, да, он вообще в нем сложно руку сжать. Я всегда поражаюсь, когда ребята тейпируются, еще сверху вот эту шингарку одевают, еще умудряются там, ну, драться и в захвате еще этот, как его, ну, держать, да, какой-то определенный там партер. Ну, ты знаешь же, что борцы, они себе только палец большой тейпируют? Ну, допустим, UFC же вообще не разрешено же, знаешь, да, только палец. Разрешено. Да? Да, Только разрешено, так? разрешено. Мгм. Полностью? Можно и палец просто поставить. И мне кажется, они Не, полностью. 100% можно палец поставить. Серьезно? Да. Ну, туда зачем вообще тейпироваться? Потому что ты ударить можешь больше. Ну, ты не сможешь бить постоянно рукой, зная, что она не затейпирована, ты же сломаешь ее. Я не знаю, ну, так как они тейпируют, вот как я видел, да, как у нас происходит это все, это как бы сложновато. Мне кажется, не разрешают не тейпировать. Нет, руки. точно были прецеденты прям в UFC, да. Насколько я знаю, что как бы типа вот не разрешают из-за того, что травма руки возможна, да. Как к этому относиться? Сжимать руку до конца постоянно тяжеловато, наверное, в бою. И вот этот момент, оно, видишь, допустим, если он ему там в глаз попал, я помню, мне приходит вот на память случай, когда вот этот парень, помнишь, все его хвалили, потом в UFC пришел, уснул, этот такой кучерявый. Он, кажется, Бен Аскрен. Бен Аскрен. Он с Беллатора или с One FC пришел? С One В One FC. FC в Беллатре был. Да, там. и вот где-то у него точно такой же бой был, помнишь? Мгм. Он дрался там с каким-то титулованным бойцом, и также палец ткнул. С Но этот бразильцем. бой сделали несостоявшимся, кажется. Ну, я просто не помню, в каком тогда было раунде. Ну, вот точно такое проявилось. Это не первый случай, вот как Да, у Сихуда это, что останавливают и потом считают очки. Это точно не первый случай. Вот. Но просто... Но есть правда в своих словах, что экватор времени все-таки он важен. Если это в первом раунде или в начале второго раунда происходит, на это внимание никто не обращает. И если остановили, все, бой делают несостоявшимся или дисквалифицируют соперника. Ну, Асул говорит про то, что типа можно такое делать ухищрение, что ты, Да. например, 3 раунда у тебя... у тебя на третий функционал- раунд, к примеру, у тебя уже все, функционалки нету. Мгм. Но 2 предыдущих ты выиграл. Не, ну он же сказал же, преднамеренно или нет. А То вот, есть- а как вот Сон Гидо, как вот можешь сказать, вот Он вот вообще ты дерется, двумя, вот, типа, вот он, понимаешь, он не просто сделал, он прям ладонью открытой, ему так в глаза тыкнул. Преднамеренно или нет? Как вот докажется, что нет? Наверное, там учитывается, что это первая попытка вообще за все 3 раунда или нет. Не, он ему сначала в шарам попал. Да. Как? Пнул он его в пах. Ну. Он прям хорошо пнул. То есть я вот был очень сильно удивлен, когда отдали победу ему, потому что если такие темы, мне кажется, не пресекать и не пресекать в сторону пострадавшего, то это, я говорю же, вот, ну попробуй докажи, что это было непреднамеренно с моей стороны. Ну, Он спорная, скажет, ну вот да, смотрите, ситуация. Сонг Ядонг так же самое сделал, я сделал то же самое. Я выиграл 2 первых раунда. Все хорошо, да, остановили бой, но 2 первых раунда из 3 я выиграл. Значит, победа моя. Мгм. То есть тут мошенничество, мне кажется, в этом плане прям... Ну, типа, может быть, это напрашивается. открывает какую-то лазейку, возможно, но... Да. Ну да, есть правда. Какая-то доля правды. Да, в нет, словах. то есть, вот если вот, взять... Ты выигрываешь 2 раунда, короче, и в 3-м раунде Да. ты берешь по яйцам, пинаешь и говоришь, ну, блин, я не смог продолжить. Функционально выдыхаешь, начинаешь Да, по яйцам пинать. да, и И пнул судья со всей говорит, дури, он да. там 2 раунда выиграл, Да, хотя в 3-м, да. в 4-м должен начать быть топ выиграть и так далее. Ну, в 3-м просто есть вариант, что тебя задушат, короче, все, у Вика, тебя как ты нету относишься сил, вообще к короче. ударам по яйцам? Я Пинайте хотела друг друга историю вообще. такую трогательную рассказать. Плевать, короче. Как Генри Сихуда был на охоте? Нет, как На Генри На Сихуда. остановке стоял, да, он? Генри Нет? Сихуда старше Сон Янга на 10 лет, ну, или на 11, да? И я прочитала, сын? что... Сихуда 38, он его сын, Этому короче, 27. 26 даже. Да. И когда была Олимпиада в Пекине, 2008 год, маленький Суньян помогал своим родителям в сувенирной лавке, и именно на той Олимпиаде Генри Сихуда завоевал золотую медаль по вольной борьбе. Прикольно. Мне кажется, да, это Чаевые какой-то не такой- оставил, да, короче, он был, сука, За это он ему я отомстил. тебя, короче, я тебе шары выколю за И мне это. кажется, это интересная история, что они сейчас встретились, и он, ну, своего кумира, по сути, выиграл. Я вообще, если честно, Унизил. Сихуда списал давно. Когда он последний раз проиграл, кажется, он проиграл Алджиму Стерлингу, да?
Ну, у него... Петроянова ну, со провел. Стерлингом у них был довольно хороший бой. Он проиграл Мирабу, наверное, вот там разгромно было. Мирабу, да, разгромно проиграл. Не, может быть, и его и поэтому и списали уже. Да. То есть они стали ему, потому что Сон Ядонг, у него крайнее было поражение. Ну, 40 лет это немало. И, возможно, если ты лучше дадим это Ядонгу, чем... Ну все, я думаю, что заострять на Да, этом внимание. да. Переходим В этом на следующий. UFC Николай Веретенников дрался, он потерпел второе поражение, к сожалению. Навайт, кстати, сегодня высказывался по поводу Вертенникова. Что говорит? Ну, типа, я его понимаю, он, когда судья остановил, типа, он еще защищался, типа, да? Мгм. Ну, мне кажется, я просто, кстати, не видел этого заявления. Мне кажется, наоборот, что с большой вероятностью его уволят теперь. Потому что UFC вообще не любит, когда, типа, инициируют какие-то драки после боя уже. А что Там он не сделал особо после же драка была, он пошел Ну, он толкнул. пошел Он как толкать. будто Типа, пнул. UFC это вообще прям не любят. И это лишнее было. То есть, ну, причем здесь сам Вандерфорд, не он же останавливал бой, а рефери зачем-то Надо было даст. судьи толкнуть, да? Ну, вообще не надо никого толкать, мне кажется. Я к тому, что точно не боец не виноват, что, типа, судья остановил бой. Он-то при чем? Обычно же там сразу же увольняют. Если его еще не уволили, значит, все нормально. Да нет, ну, типа... Самый прикол в том, то, что вот у меня были посты про Колю, да? И они вообще не набирали, короче, просмотров, братан, вообще. Но я сделал пост, короче, вот недавно он у меня только вышел, 12:45. Скандал после боя вот с ним. И уже там почти 3500 просмотров. Слово скандал, наверное. Да, ключевое. вот, и оно уже, короче, пошло. До этого я там говорил, что, бля, наш парниша казах, короче, будет драться, он там всю дорогу там, это Талдыковский, по-моему, да, пацан? Чемкенский, кажется. Или Шимкенский, короче, я говорю, вот, короче, там, вообще, Саратов. короче, было всем плевать. Но стоила, короче, вот эта тема, и она, короче, возможно... В 2013 году Коля дрался у нас на турнире. Вот такой же крепкий был, до сих пор крепкий молодец. В хорошей форме. Мне один раз, мы даже с ним тренировались, 12-13 год, в этом, как его, в Астане, в Альянс БЖ, Арманджан. Арманджана Разуханова. Да, у него тренировался. Хороший парень. Молодец. Вот он выходит на коротком уведомлении, да, и второй раз проигрывает. Четвертый день, 4 дня оставалось, да? Ну, Второй раз он ТКО проиграл. До этого же у него было по очкам, сплит да? у него был. Сплит, да, даже. Сейчас вот ТКО. Ну, Это правда реально угроза того, что UFC больше не будет его? Ну, по сути, он Есть сейчас контракт. и бой показал слабый, против... Ну, борьба у него вообще отсутствовала. Борьба у него всегда отсутствовала. Ну, в UFC невозможно без борьбы, будем честными. То есть он прям даже попыток вставать не делал никаких. Он с закрытого гарда лежит. Я думаю, наверное, каких-то Почему там... невозможно? А как Шона Мелли? Шон Умель неплохо борется. Ну, я думаю, не хуже, чем Не-не, он пытается вставать, и, в принципе, его сложно Николай перевести. Веретенников. А Николая с одного прохода перевели. И, в Так принципе, весь получилось. раунд на нем лежали. Так И получилось. второй раунд. Коля, ты тоже же понял, да, что тебе надо сделать, когда приедешь в Алмату? Где он? Сула, вот ты реально меда нальешь бойцам, он скажет: нет, я бороться не буду. Сула сказал, что мне не надо бороться. Если они так будут говорить, я, знаете, я вообще свою миссию этой жизни вообще исполню. Если вот у них такая будет мотивация, я, значит, не зря пришел в этот Ты мир, такой стоит, клянусь. да, такое совещание, не совещание, пресс-конференция, Дан Уайт сидит, и он такой, ну, что там, ну, Сула сказал. Бля, я буду вообще сейчас, я клянусь, всё, я все Он сделал. такой: видео мое набрало 3000 лайков со скандалом. И на Дана Уайта набросился, чтобы Сула записал еще. Это даже не видео, это просто пост, фотография его. Все, понимаешь, вот в этом прикол. С ним видосы никогда не шли, ничего не шло с ним. Я про него говорил еще, наш боец, помнишь, на Тане выходил? Вот, я тогда про него говорил. Ну так, короче, чик. Так что, Коля, Коля молодец. однозначно. Он с нашим флагом выходит, вообще красавчик, просто красавчик. Я смотрела хайлайты еще одного боя, Нурсултан Розибоев. Я не смотрела бой, но это было очень кровавое зрелище, что вы скажете? Ну, крови там не очень Ну, много было. как-то все было мощно, такие удары. Да, не Жестко. знаю. Там пацан на коротком давлении тоже вышел, вот новичок UFC, и он еще, причем я удивился, что подписали UFC 34-летнего бойца, ну и такого, который звезды с неба не ловит, просто обычного 34-летнего Уже бойца. девять. Рузибоева, менеджер кто? У кого? Абделязиз, да? У кого? У Рузибоева. У Рузибоева. Кажется, Абделязиз. Да. Да, если Фердаус. Абделязиз умеет делать такие бои. Как проверочные, так и, ну, не сказать проходные, но выгодные для своих оппонентов.
Не оппонентов, Они просто подопечных. закрывали, типа, была дыра в карде, ну, не было просто боя, который поставили дебютанта, и Рузибоев за 10 дней согласился, и вот нашли тоже парня, дебютанта в UFC. Молодцы. И он легко разобрался с ним вообще, без каких-то Ну, проблем. Рузибоев в любом случае, он, знаешь, Да. такой Он яркий. либо проигрывает жестко, Да, либо яркий, выигрывает яркий, жестко. у него всегда какие-то Да, нокауты там. Всегда. Молодец. И тоже, Молодец. говорит, в двух весовых готов драться, 77-84, тоже прикольно, потому что он высокий. Прям. Кто говорит, что типа Шавхат там снялся, и вся вот эта суета откуда началась? От того, Шавкат написал пост. Не, от того, что сперва получилось так, что выставили бой Мадлена с этим, да? Да, и Шавкат это прокомментировал, почему... Он что прокомментировал? Он написал, Почему? что у него... Что UFC В Твиттере, да, типа, мне предложили первому мне, предложили но у бой, меня он травма. сказал, но у меня травма. Не, откуда информация, что Шавхат завершает карьеру? А что ты на меня смотришь? Нет, А? ты же только что сидел, интервью брал. Ничего себе. Я брал интервью у директора Dart Team Pro. Это Баужан Уталиев. Так что, ребята, сегодня вечером этот материал выйдет у меня на рилсе. Секретный, да? Наш BSKZ. И там вы увидите, завершает ли карьеру Шавкат Рахмонов или нет. Вот это анонс. Ну, ты говорю, Так ты что- сижу, они там что-то начинают говорить, завершает карьеру. Я думаю, что такое? Ну, он как бы с вопросом говорит или с утверждением? Не, ну, Сула-то всегда с вопросом. Сула все делает правильно. Сула лучше всех, запомните. Если вам кто-то скажет, что Сула плохой, не верьте этому человеку. И Илья поднимается, он оставил пояс, правильно, и поднимается на категорию выше. Почему Ничего себе. Шавкат? Ну, потому что мы... Вот эта вся линейка может туда привести. Шавкат может драться с Махачевым в итоге, или Илья будет теперь драться? Расскажите. Не Илья, а Илья. Илья. Или ты? Илья. Мне кажется, да, что этот все-таки Белял не хочет драться с Шавхатом. Сомневаюсь, брат. Очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, Билал очень хочет именно с Шавкатом драться, нежели с Мадаленой. Ну, я так определенно скажу. Билал не хочет драться с Исламом, он про это каждое интервью говорит. Это Я с точно, ним драться это не буду, точно, это да. мой брат, хотя Ислам говорит, типа, я в целом... А Ислам, кстати, Ну да, да. и тогда я смотрел интервью Хабиба, ну его так просто прям прижали, короче, к стенке, короче, типа, ну вот если такое будет, за кого будете болеть? Он говорит, конечно, за Ислама по-любому. Ну, странный вопрос, на самом деле. Кто? Ну, не, ну это не мой был вопрос. Да-да-да, если- я просто ты говорю. видел, ты понимаешь, Нет. да, о чем я говорю? То есть ему говорят, ну вот такое же возможно. Он говорит, ну возможно, но мы в одном, короче, сам лагере, он наш друг, он наш брат, то все. Ну вот если такое произойдет, за кого вы будете, типа, мол, поддерживать, за кого болеть? Он говорит, ну конечно, за Ислама. Ну, просто вопрос, да, действительно максимально странный, учитывая, что Хабиб и Ислам чуть ли не, ну, практически там Братья. названные братья, ну да. Ну, это странный вопрос. Ну, как он странный, братан? Зато он хайповый. Вот и все. Там не Ты бы про тоже научные такой- ты бы диссертации. тоже такой Я бы задал? тоже задал бы такой вопрос, не вопрос вообще. Не вопрос, вопрос. Однозначно. И еще бы и написал, знаешь, как у меня там вообще на превью было, за кого Хабиб, за Ислама или Билала? Миллионы Нет, Хабиб просмотров предал было. Билала. Или Хабиб предал. О, вообще шикарно. Видишь, супер. Я вот так бы сделал, брат. Предательство, типа... В зале Хабиб. Майкл посоветовал предать. Ужас. Так рождается кликбейтный заголовок. Вот-вот, а я мастер. Не знаю, мне тоже кажется, что и Билал не тот человек, мне кажется, в UFC, кто вообще что-то решает. У него реально фан-база не очень сильная, его фанаты вообще недолюбливают, часто освистывают. И кому ему UFC дает, с теми он дерется. Поэтому я не думаю, что он с кем-то не хочет драться. А там можно так от кого-то Ну, отказаться? в целом, если у тебя там менеджер Али Абделязиз, то он, ну, есть какие-то варианты вообще развития событий, на То самом есть деле. там особо вариантов нету. А у обычного бойца нету вариантов, Ну, да. то есть он такой же, как и все. Короче, какой расклад, как думаешь? Сейчас Джек Делла Маделена будет с ним драться Не, до конца года. до конца года. Не знаю, мне надо посмотреть. А что до конца сейчас, года? сейчас, Ну, вот Шавхат есть, когда будет драться? сейчас есть, по сути, два очень типа сильных боя. Получается, в 77 это вот, ну, титульный бой. Джек Делла Маделена против Билала Мухаммада. И мне кажется, что там все не прям предсказуемо. То есть у Маделена неплохие шансы, если срубить Билала. Есть бой Брэди против Леона Эдвардса. Это тоже бой, который имеет статус претендентского. То есть уже как бы Шавкат отодвигают. Мы не понимаем, когда Шавкат вернется из-за травмы. И плюс еще есть Иэн Мачадо Гэри, который тоже в целом интересен в UFC. То есть Да. очень в полусреднем весе сейчас много движухи, поэтому в этом году, наверное, сложно, ну, мне пока что представить, что вот Шавкату прям сразу дадут бой за титул теперь. Показал свое, да, тоже. А разве Шавкат не сказал, что он будет драться с победителем этой пары? Ну, не Ну, Шавкат Шавкат решает. всё что как бы, угодно да. может сказать. Тут, да, не бойцов надо слушать, а смотреть, что лиги интересней. Опять же, там, когда он восстановится, никто не знает.
Поэтому... А вот было мнение, что, возможно, первым казахстанцем, который завоюет пояс, будет не Шавкат, а Асу. Вот ты считаешь, что у Асу есть шансы в этом году подраться за пояс? Ну, учитывая, что он реально Асу 4 боя провел за супер короткий срок, то почему бы нет? Если сейчас Асу Сейчас он- выигрывает, Да, Манели КП до побеждает. конца года вообще Вот 2 марта он проведет бой. спокойно до конца Мне года. тоже кажется. Я Потому что, сомневаюсь. потому что некого ставить реально. На Я сегодняшний день сомневаюсь, в брат. его дивизионе ярких таких уже и не осталось. Асу красавчик, Асу но он не вырубает. яркий. А там в Почему не 57 их вообще Не яркий нет. он. Мы, потому что Делает давайте... очень И большую, пускай, да там красивую. дофига кто Ну, такие там красивые Ипан тоже делает. не Давайте. такой прям Он не яркий. разговаривает. Вот и все. А 57 в этом как бы и плюс. Ну, ты же за него говоришь, Я брат. говорю то, что он может. Нет, ты говоришь за него. Что, я? За Асу? Я говорю только сам за себя, брат. И Асу тоже говорит сам за себя. Не сам айтып едім ғой сонда. Естімей кешірім сұраймын аға. Все. Куки. Мне кажется, короче, вполне возможно вариант, потому что 57 килограммов реально самый медийно вообще такой Вот и застойный значит, вес. основная задача некого ставить меня как, допустим, если бы, вот, брат, у тебя вес вот этот, да, не медийный. Ты, допустим, к примеру, 57. какой-то вес у тебя не медийный. Твоя задача какая? Оставлять его таким же не медийным? Или все-таки постараться дать возможность? Вот они японцу дали возможность подраться. Почему? Они хотели сделать его какую-то медийность. Ну все, он подрался, а дальше что? Не получается. Давайте. Это не означает, что все, вот теперь, значит, у нас ничего не получилось. Никаких других вариантов мы не Не, а рассматриваем. какие варианты ты можешь сказать? Я не знаю, какие. Алиби Идрис? Я не Алиби знаю. Идрис, куда я рано Там это еще. надо смотреть как-то. Пускай, возможно, у них пока места таких людей нету, но Для этого топтаться они на сделали. одном и том же месте, это, то есть, ты не идешь вперед, ты топчешься. Нужно хотя бы какие-то. Вот я думаю, то, что с японцем у них был шанс, они попробовали. Не, Получится ли понятно, С слушай. японцем был шанс продать PPV в Да, Японию. так они, ну, Не получилось, да, Да нет, скорее всего, получилось, да. скорее всего, продали. Может быть, они опять какого-нибудь японца дадут шанс. так их нету, просто если по рейтингу Почему смотреть, нету? ну, Почему я не знаю, нету? потому что я Почему? мониторил. И японец появился из ниоткуда. Не, Первый он- же бой он в из ниоткуда UFC. появился, он- Подожди, японцу дали бой. Дали. Сразу Ну, же. ты говоришь, что он ниоткуда появился, это самый популярный Так, боец Ryzen. ты думаешь, что в Райзене больше нет японцев? 57, таких Да. популярных нет. Тут же вопрос в том, популярности. что- Нет, действительно. почему это нет таких популярных? Я что-то сильно сомневаюсь, что у них больше пока нет таких. посомневайся, давай мы щас- Нет, что значит пока? Подождите. Не выключайте мой микрофон. Нет, я просто к чему говорю, Майкл. Я хочу сказать, Слышал что этот звук? Какой звук. есть все равно, возможно, они должны пытаться, если у тебя в медике там ослабевает, это не означает, что ты должен, ну все, ладно, мне давай кажется, будем Асу давать. старается. Я Кому просто думаю, что угодно. Сула Он такой начинает говорить заряженный. на Он гориллы английском, попил. Асу очень Асу продвигается. делает все. Да. Все, чтобы... Не делает. Не, что он не Сула же делает? про Он другое старается говорит. говорить Ну, на у английском. Асу нету там заявлений. Я Нет. понимаю, о чем говорит Сула. У него нет там каких-то заявлений. Ну, ни у кого нет. Сейчас он 57. проведет бой, Это я не думаю, он все означает то, это что имеет в все. виду. Если ни у кого нету, на этом должен Нет, остаться. они смотрят. Значит, И он вот должен сделать, если нет. в случае Он победы... хоть как-то должен выделиться из всей этой толпы. А если он никак не выделяется, Он ну, значит, он выделяется. такой же, В случае победы Чем? над Манелем КП у него будет Господи, 5-0. там у всех, кто-то Ни у всегда кого больше нет побеждает. такой серии. Кто-то всегда Такой побеждает. серии нету. Им плевать на серию, они вот с Не японцем это плевать им. показали. Он, японец, пришел непонятно откуда, ему сразу же дали бой за чемпионский пояс. Сразу же. Они это объяснили. Ну, и тут они тоже объяснят Но я какой-нибудь не знаю, ерундой. да нет, Какое-нибудь 57 объяснение сейчас, тупое сейчас кончено 57 будет. никого нет интересного. И в целом, если Ладно, Асу все. победит, то... Майкл. Не, Майкл Давай, прав. давай поспорим, что до конца года Сула с тобой, Так, что до конца года Асу подерется за титул. Я говорю. За чемпионский Так, пояс что уже мы прям? ставим на Ты, кон? знаешь, На кон твои волосы. Волосы ладно. опять? Да, короче, блин, я что, второй Новый год буду без волос, что ли? До конца года. Так, это А вы же январь. спорили на волосы, помните, Это Сула? январь. На реалити вы на волосы спорили, вы выиграли? Мы забыли не было про боя этот же. спор. Там А, был бой Февраль, скажи, февраль. Так, у Абдурахмана против так. Шаха. Давай, короче, но с твоей стороны не всякие, ни телефоны, ничего, давай тоже как-то пострадай. Волосы? Давай ты не будешь целый год, братан, брить голову. Не надо, это слишком дорого. Я сбрею, Да. а ты, давай, ладно, ты полгода не стрижешься. Ого. Только бреюсь. Не бреешься, не стрижешься. Не, ну, Голову. А огненное, вот это, можно огнем?
Да, сжигать можно? Ничего нельзя. То есть ты волосы оставляешь вот как они есть. То есть ты даешь им расти. Сам не делаю, а этот... Барбер. Ну что за приколы, а? Ну, это... Ну что за приколы, а? Какой запрос, такие Ты приколы? же мне говоришь, что я побрию голову на лысо. Я тоже сказал, ну я сам ее, Давай так вот. Я брию свою голову на лысо, и в течение, допустим, полугода я хожу прям как рвас. В течение полугода? Да, если они отрастают, я все равно на лысо, брию голову. А если ты проиграешь, если ОСУ до конца года не дадут титульный Айфон тебе не нужен, Никаких айфон, ничего. Не нужен тебе айфон? Однозначно, ты свою голову... Ты же можешь выиграть Не надо. Ты свою голову в течение полугода вообще не позволяешь ничего, То есть, типа такой, знаешь, я уснул, меня побрили, не канает, братан. Не соглашайся. Я же буду волосатым, братан. Вот. Пострадай. Лицо компании. Пострадай, не брат. я пострадаю, компания, Ты, братан, компания ты чё? пострадает, братан. Ничего не пострадает, братан. Да? Увольняй всех, кто будет против. Бери Тахтая. Спорим? Я не волосы, я тебе спорю на iPhone. Нет, братан. Ну, а чё ты- Нифига, братан. Что ты чувствуешь, iPhone? Не надо, давай, мы спорим с тобой нормально. Ты должен пострадать. Я не ты хочу- деньгами не пострадаешь точно. Я не хочу страдать. Я хочу, чтобы ты пострадал, братан. Так я же говорю, что я страдать не буду. Я уверен в своих словах. Давай вперед. Камон. iPhone? Нет. Я бы, Нурбек, знаешь, на твоем месте подождал бы все-таки. Майкл. Что я отращивать волосы, да я люблю свою лыску. Я, во-первых, смотрите, я готов поспорить. Мне не предлагайте Если сразу. ОСУ победит КП, то я готов поспорить. А до боя с КП, потому что я считаю, что КП это очень серьезный соперник. Не, я про это и говорю, если он выигрывает. Если победит, тогда этот спор... Давай, будет если уместным. победит. Сейчас, секунду, подожди. Барберу, ты Барберу победишь? звонит. Ой, я не могу. Эх, Сула. На iPhone не хочешь спорить. Не хочу. Почему? Вот у меня есть мой 12-й. Я от него тащусь, братан. 17-й выйдет скоро. Не надо. Не хочешь? Просто мне не нравятся волосы, братан. Я не хочу отращивать волосы. Это же в этом нафиг они прикол, нужны? братан. В этом красота этого всего. Боюсь просто, если волосы отращу, как ты стану, братан. Ты будешь нереальным красавчиком, братан. Ну, тебе будет трудно быть таким красавчиком, как я, но все равно. У нас еще много тем Я к хочу, чтобы, знаешь, обсуждению. ты в течение полугода... Алло, опять. Что? Да, приветствую. Вы смотрели Fight Night бой Гойти Дазаева? Блин. Ужасный бой был, да? Ну, сам бой прикольный был. Концовка для Гойти была плохая, а сам бой классный. То есть хотя бы ребята зарубились на все деньги. Сула. Все хорошо. Я просто размещаю, извините, пожалуйста. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Гойти Дазаева бой обсуждаем. Гойти, да. Такой прям, когда он напирал, такой атлетичный. Я еще с этого угла видео смотрю, думаю, вот, сейчас уронит. Вот он пришел, и тут бам, падает. Блин. Бикрев старше его, да? Да. Ну, Бикри вообще мой ровесник, если честно. Нет, но он помладше. 40 лет. 38. Нет, 38. 38. Ну, Помладше. плюс-минус 39, говорят, даже в этом году. На год младше. А в первом бою Гойти проиграл тоже, да? Тоже. Руку сломал, кажется, да, Гойти, да? Я вот знаешь, о чем думал? У нас же есть все-таки, скажем честно, проблемы в 77 килограммов в нозе, потому что нету соперников Гасанову. И в целом, ну, наверное, Гойти стоит, конечно, какую-то победу держать, потому что тоже будет не совсем Да. правильно после поражения ему давать возможность, наверное, за титул драться. Но мне кажется, что как раз Гойти тот человек, который может в борьбе Гасанову что-то дать, потому что Гойти хорошо борется. Если бы... Мне кажется, Гасанова сейчас сложно выиграть. Ты не знаю, надо уметь бороться просто. Гасанов вообще прям все делает правильно. Вовремя переходит с ударки на борьбу, с борьбы на удар. Ну, он я не согласен. Он не переходит с ударки на борьбу. У него в первом раунде
было 4.20 контроля, во втором раунде 4.40 контроля. У него чисто борьба. Ударки мы же от него и не увидели. 20 секунд, там 15. Не, я имею в виду, прям момент такой тонкий, он знает, когда надо перейти. Не знаю, я вот говорю, мне кажется, что вот кто-то прикольный. Сейчас, кстати, вчера я выиграл Кичигин. И он же тоже говорил, что хочу два титула. Хочу титул в 77 в Найзе и хочу титул типа в октагоне. И Тохтар еще выиграл. Камила Карате. Я не знаю, что такое Камила Карате. Все так это, Камил Карате, Камил Карате. Ну там медийная история. Я посмотрел. Суба. Но мне кажется, если, Нурбек, вот вы что думаете, они же разыграли медийный поезд, и Камиль Карате и Токтар. Там про Готи все уже? Ну, раз Сула вспомнил, я бы Это хотела... не я вспомнил, это же здесь вспомнили про Кичигина. Я дальше продолжу эту тему. Хорошо, но мой вопрос в том, что наш, например, у нас самый медийный боец, это наш актер Даулет Усербай, да. Если возможен такой поединок Усербай против Токтара, мне кажется, Усербай намного сильнее. Мое дилетантское мнение. Усербай это профи-боец. Это профи-боец. Это не просто так. Усербай, кажется, вчера выставил, все, я увидел. Он в Инстаграме выставил и говорит, давай, Нурбек ага, там пояс, не пояс, медийный, вот. Не медийный. Да. Да. С ним мы хотели Хумаюн. Да, Хумаюн. Он же, я понял, почему он не говорит про него. Почему? Потому что он... Даулет сильнее, да. Однозначно. Даулет, он настоящий профи-боец. Да, профи. Прям настоящий профи. И все вот, кто там, тот же иранец, они думали, вот сейчас там Даулет. Да, он типа киноактер, короче, сейчас мы его сломаем. Даулет изначально был панкратиончиком, призером или чемпионом мира. Очень сильный пацан. Даулет, смотришь, да, нас? Такие. Обнял. Не, в любом случае такую историю. Это был бы очень медийный бой. А это же круто, да, когда очень там круто. типа еще актер и еще сильный, да, такой на уровне, знаешь, если в 71 сравнивать, с кем его можно сравнить сейчас? Кого? Даулет Даулета. Усербая? Среди актеров, в смысле, или как? Не, тут Среди бойцов? Да. Ну, я думаю, он прям очень хорош. Да. Он выше, чем среднячок. Однозначно. Он ближе к топам. Ближе к топам всего. Проверку бы хотелось бы Я посмотреть, думаю, если он будет заниматься каждый день, готовиться прям хорошо. Иранец был хороший проверка. Он прям может Я не люблю эти и ранки. даже и за пояс подраться, если он Ну, будет готовиться. я тебе скажу, я видел же его до этого 2 боя. У него неплохие такие пацаны были, где у него там такая проверка была. Да, согласен. Я специально тоже смотрел его, думал, он что-то просто актер или как? Нифига. Особенно первый бой думал, наверное. Ну, конечно, он, наверное, бы мечтал подраться с этим, как его? Как это? Шафхат. Шафхал, да. Он же его вырубил, да, или что-то задушил? Ну, что-то Да, сзади, да, очень не сильно. сзади, нежданчик, что-то такое. Нежданка была. Но там, по-моему, очень сильные слова какие-то непонятные были сказаны. Хотя нас там... Сейчас Чурчаев в ЛФА, кстати, он одержал победу там. А ЛФА все-таки запустили, да, они? Что значит запустили? Ну, тоже что-то Это непонятное же это какой-то было. другой ЛФА. Ты про какой ЛФА? Я про Америку, американская лига ЛФА. А есть Он про другой то, еще, что да? типа всех подписывает. Всех LFA. подписывает это непонятная GFL. лига. GFL, GFL. все. Круто, Всех. что ты его с полуслова понял. Кого? Сулу. Ну, Уже 10 сколько уже лет на одной работе, брат? Я даже не понял. Ничего Вот, страшного, я Майкл. говорю про то, что хотел поговорить про турнир на ИЗА-71. Мы в целом очень многое обсудили. Надо сдавать телефоны перед подкастом, я считаю. Да. Сула. Не, Ну, у в меня целом- еще работа, извините, пожалуйста. Я Мы вас в целом очень очень неуважение многое к обсудили на разборе, да, нашего турнира, но есть какие-то вопросы, которые вот вылились уже после, как раз из интервью там и Сулы. Я тоже с Наби Набиевым, например, пообщался. И, в принципе, о будущем бойцов, которые выступали. И вот, например, Рамазан Гасанов, ему действительно нужен какой-то соперник. Потому что, он, получается, доминирующий чемпион Найзы, но он не дерется, на мой взгляд, с сильными ребятами. При всем уважении там к Игорю Свириду, я к нему очень хорошо отношусь, и в лучшие его годы я думаю, что он бы точно крутую конкуренцию там составил Рамазану Гасанову. Но сейчас там это уже возрастной боец. Да. Рамазан в своем слове после победы сказал, что он хочет драться уже где-то за океаном. Ну, он-то, может, и хочет, но я говорю, с таким стилем не возьмут за океан. Реально, ему не нужны еще один просто человек, который лежит, типа, весь бой. Ну да, и я думаю, все слышали, как зал даже стал освистывать. Это было не очень, приятно, мне кажется. А он подумал, что типа Да, это что из-за они за него, националки. хотя Да. до этого болели Хотя за это всех. из-за того, что бой скучный был. Ну, Что да. он Не, взял. я ему объяснил, что это не из-за националки, а из-за того, что ты... Я типа, думаю, он все прекрасно понял, братан.
Он просто Да? решил, короче, вот так вот, типа, ну не из-за того, что я так беспонтово скучно дрался. Это, по-моему, то, что национал. Он все прекрасно понял, братан. Да. Однозначно. Он же слышал, когда это все происходило. Когда они там лежали по 2 минуты. И тогда начали Там не учать. по 2, 4:30, 4:20. Ну, я имею в виду, когда начинали, когда это все Надо было там, по 2 минуты. там, когда 2 минуты раз уже там, вставай, стойка, стойка. Потом это началось же. Он все прекрасно я даже понял. отчетливо слышал такой звук. Чемпион, ты типа, ты чемпион, ты должен драться лучше, типа вот так, да? Что-то такое сказали. Ну, прикольно. Прикольно, что аудитория реагирует. Вообще, если честно, Костанай мне очень сильно понравился. Я не помню, о чем мы говорили после турнира в октагоне. Я честно тебе скажу, я был как в тумане. Как в тумане. Давай скажем, почему. Потому что у тебя была температура под 40. Да. У меня и в день турнира была под 40 температура. Я, честно сказать, я вообще вникнуть не мог, что происходит. Иной раз, когда я выходил в октагон, я брал микрофон, мне, что-то надо было сказать. Я думал, лишь бы я что-нибудь не ляпал. А ты помнишь, как ты рассказал историю, когда ты микрофон взял, про то, что с Алибией встретился на остановке? Не помнишь? 3 раза после каждого боя ты выходил. У меня температура была все эти дни и до обеда. Я хотел ее скинуть еще раньше, до турнира, а потом думал, сейчас если я скину, потом в самом турнире мне плохо будет. Я так периодически сбивал ее вот этими лекарствами, которые были. Вот, кстати, какое-то лекарство мне Мико с этого семьи парень дал, я забыл, как он называется. Имудон. Не Имудон. Не Будон. Что такое? Его пьешь? Трамадол. Точно не трамадол. И оно через некоторое время, оно тебя прям, знаешь, в пот бросает, и все, вот эта температура падает, и у тебя но у тебя голова, она не... как будто ты во сне. Ты здесь общаешься, а потом здесь, и только не поймешь, как ты отсюда сюда перешел, короче. Что были какие-то наркотики? Нет, это не наркотики, это какая-то, наверное, сильно действующий препарат, но мне было реально, одновременно плохо и одновременно хорошо от этих лекарств. Почему? Потому что это лучшее состояние было, чем температуре. Звонил ему, да, где ты взял, где купить можно? При температуре это было прям тяжело, елки-палки. Я думал, что я уже не пойду на турнир. И когда там перед началом соревнований, я когда сзади подъехал, я звоню, и как бы у всех удивление было, что я приехал на турнир. Вы читали на выходных Вячеслав Свящев бросил... Я видел даже видео, кусочек мне закинули. Кому бросил? Достану. Хочет реванш. Он знаете, победил на турнире RCC, интро был. Для меня этот бой вообще не интересен. Как бы Дастан не скучно не подрался бы со Свящевым в Казахстане, Дастан его выиграл однозначно и чуть-чуть даже местами был классом выше. Второй бой, да. Я уверен, потому что Айбек Агай его уже Так взвесил, поставить, да. отмерил, да. уже как надо все сделать. Я 100% видел. Я миллион раз видел такую тему, когда выходили, либо были реванши, либо против тех бойцов, которые против нас выходили, а Айбек Агай что делал? Вообще фантастику делал. Свящев может сюда прийти только для того, чтобы его здесь... Справедливость ради, во-первых, Свящев сказал, что он хочет теперь в RCC подраться, да. чтобы, нам зачем эта история? Если там, не знаю... лично мне, если это Дастану интересно, у Дастана есть обязательно... Есть пацаны, которые... у Айбека Агая что не отнять у Айбека Агая, это договороспособность, раз. Во-вторых, четкое следование инструкции, которые мы обговорили, да, там. У нас есть планы на этих ребят. Опять же, не заработать, пусть там, как многие не думают, что мы там на них как и на жестко наваримся. У нас есть планы какие-то там, в плане там продвижения этих ребят, да, там наверх. И делаем это. Я, конечно, там после боя там и со Свящевым, и с другими боями, я там с Дастаном смотрю, хочется, чтобы он раскрылся на уровень Алиби. Вот давай не будем брать выше, не будем брать ниже, на уровень Алиби. Вот это не то чтобы уровень какого-то там мастерства, а уровень вот этой ментальности, да, там. Мне нравится, как мыслит Алиби, с каким настроем он уехал. И вот к этому надо привести ребят, чтобы они были отважными в поединках, то есть не переживали за свои там нолики, не переживали за свои там победы или проигрыши, а у Дастана нет нолика, кстати. Выходили на войну. Он же Сули проигрывал. У нас. Кто-то там переживает. А у Алиби нолик. Да.
А Ну, Алиби же история... всегда рисковал. Всегда рисковал. Да, это факт. Это Он всегда факт. рисковал в своих всех 10 боях. Я никогда не видел, чтобы он там Да, где-то сдерживал поединок, где-то сушил. Он всегда шел до конца, пер. И за счет этого он и там, да, то есть за счет этого он и нравится. Мы вот с Улой разговаривали после турнира, и мне кажется, вообще лучший бой Найзы, ну вот, по крайней мере, 40-й Найзы, когда я была, для меня это бой Алиби и Мадруги. Да, хороший. Этот бой Да, я у нас прям... был такой это разговор. был прям Да, бой... Знаешь, все-таки такие закрытые турниры, они в Казахфильме же этот бой Да, был. да. Когда мало людей, слышишь все, да, зал тоже кричал, там тоже немало, 200 или 300 человек было, но при этом, при всем, ты каждый удар слышишь. Бог, ты прям рядом сидишь, бум, глухой удар, там такие удары были. Хороший. И Мадруга, как он вставал? Да, Мадруга Падал, сильный, вставал. сильный парень. Я думаю, для этого боя он был рожден и закончилась его карьера в Казахстане. Это такие бойцы, которые, благодаря которым, Да, растут другие, да. да, великие бойцы показывают суперские поединки. Вот благодаря им. Они, к сожалению, возможно, рождены только для того, чтобы показать вот прям серьезного бойца, из чего он сделан. А история Наби Набиева и Дастана, возможно? Вот это мне больше нравится, больше интересует. Почему? Потому что с Наби у нас уже там чуть ли не там такой хипиш устроился. И он уже успел обзавестись как фан-базой в Казахстане, так и хейтерами, которые хотят Супер. увидеть его поражение. И при этом, при всем, я думаю, что с Дастаном, я не знаю, кто видит тут какую-то определенную там конкуренцию, ну, прям как таковую ее, наверное, нельзя увидеть. Но то, что он выиграл Жумана, этот парень, уже говорит тоже так, можно сказать, о немалом, да, немалом. Но если там раскрутить этот бой, подойти к этому так, знаешь, аккуратно, грамотно и в перспективе 3 месяца. Дружище, думаю, мне хорошо. кажется, здесь с Дастаном его пока рано ставить. Давайте, как говорится, подоим эту корову, образно говоря. Давайте дадим того кого-нибудь еще 2-3 боя. Пускай раскрутят это все. К Дастану подойти через года полтора, к примеру. Да не, полтора Я года. почему думаю, бы нет? сейчас в этом году надо делать этот Конечно, бой. пока... Тогда уже- пускай 2 ему дай боя. Да нет, Сначала Сул, он- кого-нибудь, а потом Дастана. Сул, бойцы тоже такие люди, они, знаешь, завтра уйдут и все. Да и пускай идет, господи. Ну, так а Что, зачем тогда мы раскручивать? без него что, умрем? Нет, зачем нам его раскручивать? Уже оба раскручены, надо подраться это все. Оба Да, не битые. в целом-то Наби Набиев, он популярный. Просто если он проиграет, Дастан то все же. Кто проиграет? Наби. Ты же Зато говоришь же, что Дастан. кто-то из них будет как раз таки иметь звание, что рожден для кого-то. Нет, ну понятно, я имею ну, просто с точки зрения для Найзы, я смотрю, Ну, чтобы это брат, было знаешь, больше это- просмотров. Это можно сейчас какой-то просмотр получить, а можно вообще ничего не получить. Вот поэтому, может быть, сначала потихонечку ему Есть дай какой-нибудь бой. есть поединок, 61, который, кто там у нас есть? 61. есть поединок, который актуальный, да, О, там подраться. вот, хочет же он подраться этот Шатаев. Дай ему с ним. Он Он 66. 66. А скажи ему, пускай 61 сделает кровь из носа. Кто? Шатаев. Не Хорошо, сделает не пускай- Шатаев, ты сделает. уже сам Пускай 66. освещал это. Он же тоже хотел, это, Наби хотел же 66. Не, он больше 61 боец. Ладно, вопрос не в этом. Если они там, я не А собираюсь, почему реванш я не не сделать? собираюсь становиться заложником Жуману. я не собираюсь становиться заложником этой ситуации, знаешь, чтобы там бегать за кем-то, там мечтать о каком-то там бое. То есть был бой, был Ну, я понял прецедент. тебя. Я считаю, что если зрителям это надо, мы это сделаем, вот и все. Для меня больше интереснее сейчас, там, ну, если уходить, как сказать, в бой года, который бы я хотел увидеть, это бой между Тимуром Серикуло и Саралапом. А можно сказать, почему, кстати? Почему? Да. Ну, мне нравится. Что? Мне нравятся два молодых Ну, бойца, которые выросли в лиге и очень сильные как в ударке, так и в контратаках, как и в борьбе. Мне просто кажется, Серикулу чуть рановато. Серикулу? да, Согласится ли вообще Серикула? Он только вышел, Конечно, согласиться. он только с победой сейчас пришел, ему нужно, мне кажется, все-таки какую-то чуть почву под ногами набрать, потому что Тамерлан очень серьезный. Ну, вы недооцениваете Серикулу. Ну, мы его бои видели же, он и проигрывал тоже в Найзе. Ну, 2 раза причем. Вот этим он и красавчик, что он рискует, да? Не, может Кто быть, он просто, не знаю. Я не знаю, что он там... Я Ну, поддерживаю Майкла здесь в этом разговоре. Вот Я в с- этой теме. Я Поддерживаю. хочу это увидеть. Я хочу увидеть Багдад Жубаныш Казбек Саган. Вот над чем Здесь заработаем. вопросов нет. Мне Я просто кажется, что- хочу увидеть вот этот 71 килограмм, да, там. Я хочу увидеть в 53
этого Абылкасыма с Бижаном, допустим, да, заново повторить эту, ну, хотя бы попытаться. Вот просто по поводу, ну, совсем согласен, по поводу Серикулы и Тамерлана, просто, во-первых, есть с одной стороны проблемы, то, что Серикул только один бой выиграл, да, и, ну, и мне кажется, что ему надо реально как-то более крепко встать на ноги и какую-то серьезную проверку пройти, потому что, ну, Тамерлан вообще ни разу не слабый соперник. Да. Я бы сказал, супер конкурент. Сейчас просто явным фаворитом выглядит Тамерлан. Мне тоже кажется. Явным прям это же фаворитом. хорошо же. Я поэтому и сказал, что согласиться Серикула. С одной стороны. А с другой стороны, у нас Тамерлан не делает вес просто постоянно, систематически. Может быть, надо тоже как-то... Как ты это проконтролируешь? Вот у меня сейчас, друзья, вот сейчас загружается интервью Я думаю, на момент выхода оно уже загрузилось. Жарасхана Саматова. Это главный тренер команды Орлана ММА Костанай. Главный тренер непосредственно самого Тамерлан Сарлапова. И там он как раз-таки говорит еще и про его вес. Так что обязательно зайдите, посмотрите. Потому что Тамерлан сказал очень такие интересные вещи. Они признали ошибки вот по поводу весовой категории. Он говорит, мы поняли, где, говорит, ошибка. Нам нужен, говорит, Серикула. Это крутейший бой. Я не знаю, почему вы этого не хотите. Я думаю, что он закончится так же в первом раунде, брат. В пользу чью? Мне кажется, Тамерлан прям явный вот фаворит. Именно вот этими не интересами. Не то, что я не хочу, брат. Да не, мне кажется, просто хочется же какой-то конкуренции. Да, вот, Нурбек, не в смысле, я вот не то, что, может быть, он действительно может дать конкуренцию, но просто немножко это ломает рейтинги. Тимур, у него были проигрыши, потом одна победа, и не над топом. Хочется, чтобы он сначала какой-то президентский бой провел, как потом... не топом? Он выиграл хорошего корейца, с которым перед тем, как подраться Нурбек Эти все корейцы реально никому не интересны. Не интересно, но они сильные, брат. В Алмате знаешь, корейцев? Я говорю про ноунейм корейцев каких-то. Надо, чтобы сначала Серикула подрался с кем-то крутым. А у тебя же собака есть, я понял. Да. Почему тебе корейцы не нравятся? Да нет, я про ноунейм вообще, вот иранцев, ноунейм, бразилов. Прикольно, когда вот все, кого мы знаем. Корейцы, там... брат, я тебе говорю, все, кто приезжает, корейцы, они все там хорошие бои заказывают. Согласен. Ни один кореец слабый не был. Да. А как же этот Сонгбао или как его? Это китаец. Жангбао. Это китаец. Ну ладно. Я, хотел бы посмотреть все-таки сначала Тимура, действительно, какой-то претендентский бой. Но здесь я согласен надо смотреть с Майклом. 70. Здесь Да много я кто. Тот же есть, кстати, классный Кудайбергенов есть сейчас, в 70 килограмм. С ним претендентский бой. Согласен. Есть Данилов классный, который действительно там всегда готов зарубиться. Да, есть Елжан Гасанов. Тоже. Есть Елжан Гасанов. Огромное Елжан количество. Гасанов подписался Он же в какую-то другую лигу. лигу ушел. Какую-то, как? Да, что такое там Знакомый. подписался. Туран. Что-то новое, да? Турецкая, короче. Ну, я думаю, они не будут против, если он еще в других лигах будет участвовать. Сомневаюсь, что там у тебя платят миллион спрашивал, долларов. можно ли подписаться? Не, они же, брат, мы же с ними не на контракте. Есть вот ряд так. бойцов, с которыми мы не на контракте просто. Когда-то там были у нас с ними контракт. Ну, знаешь, история Гасанов же тоже он вроде бы завершил, потом обратно там продолжил и так далее. Не, ну, Серикула Тимуру однозначно нужен еще какой-то серьезный прям, вот типа Гасанова, типа Худайбергенова, типа Данилова. Кто-то нужен. Просто это больше ценности даст титульному бою. Тогда. Потому что сейчас что-то как будто непонятно, а каков он сам на самом деле, Тимур Серикула. Мы не видели его пока. То, что мы видели, он во втором раунде к середине кончился бензин. Вот это да, мы видели. Где? Где? В смысле, где? Вчера он подрался 3 раунда подряд. Ну вот, надо еще посмотреть. И, кстати, вот какие-то будут санкции в этот раз уже? Вот, например, Тамерлан Сарлапов опять не делает вес, и что? Ну, какие Он же санкции? гонорар Все, отдал скажем, свой. больше 70 не даем бои. Не, ему же забрали, сказали же не Это будешь биться за понятно, но пояс. это же тоже, ну, ты как раз говорил про читерство там в бою Сихуда, а здесь ты что, не рассматриваешь читерство? Не, подожди. Здесь все-таки не совсем ведь читерство здесь. Я считаю, совсем. Они подошли, они договорились. Это не то же самое, потому что он сказал, ладно, давай, я выйду, отдаю весь свой гонорар. Соперник говорит, давай. Плюс к этому, ему сказали, что ты чемпионом в любом случае пояс не получишь. Это 2. Плюс 3, ты не имеешь права там подниматься до какого-то веса. Неважно. То есть была договоренность. Это не то же самое, что было с Генри Сихуда, когда ему тыкнули пальцами Нет, в я глаз. вообще говорю, в принципе, вот, например, боец систематически не делает вес. Это проблема, это большая проблема. То есть ему надо либо в 77,
То есть как-то надо общаться уже с тренерским составом. Но он Если же вам не что-то делаешь, сказал, он понял, в чем проблема? Если он эту проблему устранит... Я ему сказал, в чем проблема. Он в межсезонье весит 80 с чем-то килограмм. Там 85 или 84. Он, любой боец, который там хочет, он молодой же, видишь, организм растет. Если ты хочешь 71 весить, ну, 70 килограмм там весить во время весогонки, прям перед боем, нужно, наверное, в промежутках, когда вот это межсезонье, между боями, ты не должен превышать 80 килограмм. То есть ты должен искусственно держать вес постоянно. Постоянно искусственно, потому что вот эти лишние 5 килограмм, они тебе и сказываются потом, да. При том, что вот, ну, мне Тамерлан прям очень кажется Или одаренным переходи в бойцом. 77. Каким? Да. Одаренным бойцом. Да. Типа у него Хороший супер, боец. да. У него яркие бои такие. Да, Мне да, кажется, он тоже чуть-чуть есть зарубается. проблема с дисциплиной. Ну, я говорю, что Думаешь? Мне кажется. меня дико вот, ну, мне не нравится, что боец систематически делает вес. Мне кажется, это неправильно. Ну, перейди в 77. Он в 77 таким же конкурентом будет. Да нет, ты что? Ты 77 Гасанова посмотри. Ну, я уверен, что он даст ему конкуренцию. Точно больше, чем все остальные соперники Гасанова. за Не, всё есть, время. есть же Наверное, природа. просто на будущее, возможно, но, возможно, не сейчас. Природа есть. По нему Природа. видно, что он легковес. Природа. Он природный легковес. Как Он это? ни в коем случае не 77 килограмм. Nature. Ты реально ради этого телефон Уроки открывал? английского. А ты хорош, Сула. Да не тону. Вот с такими Природа. подростками приходится работать. Мы еще не обсудили бокс. Какой Мы бой? еще не обсудили, кстати говоря, про бойцов тоже Найзы. У нас же Тайсултанов подрался тоже на турнире у Вау, Warriors. да. Ну, Я видел, да, что-то быстро попался, да? Как-то это непонятно, что это там произошло, да? Там вроде все же честно было, что-то... все честно было. Да. Да? Ну, всё, ему А он что, сдался? Тимуру сделали ему? Он это, Там знаешь, не видно называется аудиальная сдача. Типа, он Крикнул? да, он А. стал типа кричать. Да, когда кричишь. Да, это с- правило есть такое, да. Да. Ну и там тоже вот опять же, Ну, хорошо поймал. Но если честно, я вот не видел весь бой, я видел вот этот момент, когда он там поймал его, как это, американо, да, называется? Или либо это Кимур, обратный ну, Кимур, либо американо, да, я тоже да. чуть могу ошибаться. И когда он взял его, он его ногами же не обхватил. И был такой момент, когда надо было просто со спины уходить, да? в Оно другую вжал в сторону. сетку. Ну, это, говорю, уходить с сетки и переворачиваться назад, да. Знаешь, вот иногда, когда вот тебя берут болевой, человек там по-разному реагирует. Я не знаю, это мой опыт БЖЖ. Или ты начинаешь смягчать силу давления на тот или иной узел, да, то есть делая кувырок. Вот Шавхатом видели, да, он его поймал на рычаг. Что сделал Шавхат? Шавхат резко кувырок вперед сделал и высвободил вот этот, ну, самое давление на узел, да, на плечевой или там на локтевой. Или ты начинаешь упираться и держишь со всей силы, хочешь вырвать, и при этом у тебя разрыв Больно получается. Не то, что больно, разрыв получается с связки или сустава. И тут вот у Имрана, да, вот этого не получилось. А там ему и да, не уйти было назад. Не, вообще сам по себе Имран очень силовой боец. Он такой, ну, как бы держит, да, мне кажется. Я вообще слышала такое мнение, я не знаю, Миш, может, и Нурбек, вы меня опровергнете, что я? изначально и вы, Сула, что Это Сула сказал. Абдурахман Ты, Али может, что хочешь, Магомедов, ну, очень сильный боец, и Имран как будто бы ехал, ну, условно говоря, на убой, зная, что Откуда он... вот это услышал? Ну, я слышала такое мнение, что Подожди, здесь откуда? была Не, Сула, неравная смотри, позиция. Сула, смотри, Ну, кто если... тебе сказал? Сула, смотри, Кто? если... Кто вам Сула, если Вика... Майкл? Если Мне? Вика апеллировала... Майкл сказал? если Мне бы Вика- хотелось, чтобы Имран дрался в Найзе. Смотри, Сул, вот. если Вика апеллировала ко мне и к Нурбеку, а к тебе нет, то определенно сказал ей ты. Ну, будем честными, Подожди, у АЕ Warriors я- сейчас, Ага, все, ладно. да, это фарм-лига для школы Абдулманапа Нурмагомедова. Прям им привозят удобных ребят. И в целом, Ну, что, получается, Имран удобный? да. Ну, у него с борьбой есть проблемы. Ужас. У кого? У У Имрана. Имрана? Да. У Имрана как раз-таки, наверное, с борьбой проблем ну, не было. Ну, посмотрите бой. Проход очень простой был. Да? Да, и контроль, из которого вообще... И когда Абдурахман делал болевой, то он прям, ну, видно на камеру играл, улыбался, короче. Ну, вот это, Прям конечно, без да, то, что вот каких-либо Тимура проблем. такой вот прием, который, по-моему, ну, прям должны отрабатывать. Братан. Как это? Ну, Просто всё отрабатывать. как-то так вот случилось. Ну, ладно, бог с ним. Бог с ним. Да. То есть вот, и в принципе, ну, там, по-моему, 8 или 9 бойцов из школы Абдулманапа Нурмагомедова дрались на АЕ Warriors. Ну, каждый турнир, они, собственно, так и дерутся. И, собственно, все победили без каких-либо проблем.
Да, молодое поколение. Имран, возвращайся в Найзу. Нас. Вика. Преемственность в Абдулманапской школе очень хорошая. Видишь, они там на поток поставили, верхние ребята там резерв готовят и тренируются. Я не скажу сейчас про Тубет, наверное, ну, скорее всего, такая, наверное, преемственность только сейчас развита в Еркинкуше. В Еркинкуше, где есть там костяк взрослых, молодых, я это называю типа полупрофессионалы, да, профессионалы там, сверху топы идут, профессионалы, потом полупрофессионалы, которые и там играют, потом любители есть базы, да, там, и вот они. Мне вот интересно, насколько правильно, ну, ехать было туда, Имрану. Знаешь, что такая сильная позиция? Ну, да, я понимаю, против кого ты, то есть насколько это риск был, а насколько это было правильно. Я тебе, знаешь, я иной раз поражаюсь на сегодня. Я встречаю часто людей, которые вокруг клубов двигаются. Я с некоторыми из них я многими общаюсь. И они, знаешь, вот иногда приходят и тебе такие какие-то вещи говорят, и он тебе так убежденно говорит. Я вот сколько, 15 лет в этом деле, да, в ММА. До этого, если считать, с 2002-2003 года мы дрались. Там, уже не говорю про зал, который мы там внутри там, дрались с рукопашниками. UFC мы смотрим с детства. Ну, грубо говоря, там прям чуть ли не клетку изучали через эти видео, чтобы потом там сделать это, да, там. И он тебе сидит и хочет научить тебя. Пацан. И вот таких менеджеров, я сейчас не конкретно про Тубет говорю, вот таких менеджеров вокруг клубов очень много. И когда ты начинаешь с ним диалог, ты видишь, что он только, подожди, не соглашайся, я сейчас тебе скажу, как сказать. И он начинает такую чушь порой, ты его слушаешь, думаешь, елки-палки, вот столько лет в этом деле, и слышишь, и у всех в голове какая-то схема, что мы тут сейчас миллионы на них хотим заработать. Вот. Я вот хочу обратиться и менеджерам, и бойцам. Здесь нет миллионов, ребята. Мы на вас не можем заработать, мы можем только на вас потратиться. Пока. Надеемся, что... Ты говоришь, нет миллионов, и 25 миллионов команда. Но зато мы можем рассказать такой пример, как Алиби, вот, который я очень люблю. Мы вырастили этого бойца, он дрался только в Найзе. Расскажи эту историю, Вика. Про остановку рассказать. И сейчас Алиби в ТАФ. Вот человек, который дрался только в Найзе. Вот это классный пример того, какой правильно менеджмент и какой путь может быть бойца. Вика, и я тебе скажу так, даже больше. Этот боец, таких бойцов не будет здесь куча. Это, конечно, отчасти больше от него зависит. Ну и Данил Донченко, смотрите, он же в основном у нас дрался. Да. Это вот отношения такие. И я просто к чему говорю, что вот ты же спросил до этого, откуда вообще, да, там у них там бои нарисовываются, как они. И они вот прям реально и сидят и вдалбывают в голову, что это вот так правильно. Я честно скажу, с Диасом мы разговаривали наверное, месяцев 4-3 назад, и он мне тогда про Кушена звонил. И мне говорил, вот, Нурбек, Кушен, все там, готов, там, ехала, вот такая-такая-то история. Я говорю, все, проблем нету. Я сразу сделал встречное предложение. Давай вот так. Просто скажите мне, да или нет. Все, Диас после этого пропал. Не позвонил. И после этого я вижу новость о том, что Кушен подписался с какой-то лигой. Ну, в Китае дрался же. Нет, с кем-то он подписался. Он на все? Брат, это же свободный рынок. Понятно, что свободный рынок. Но зачем ты тогда мне предлагаешь какую-то там историю, да? Это нормально. Они ищут там, где это самое. Как бы ты и делал, то же самое. Ты бы везде закинул удочки, где предложили больше. Я бы сделал по-другому. Я бы позвонил бы и сказал бы, ребята, с вами нет, туда мы идем. Вот так бы сделал. То, что тебя задевает то, что он тебе не позволит? Меня не задевает. Я к чему говорю, что вот меня же спрашивают сейчас про отношения, я про это и говорю, что это вот так идет. Из-за этого мы не можем. Почему я привожу пример Айбека Агая? То, что есть... С ним фундаментально ты договорился, ты уже понимаешь, как двигаться. Почему там и будет результат, я про это говорю. Но это с ним уже по рукам опыт. ударил, тебе не надо переживать за договор, тебе не надо переживать там за какие-то там, не знаю, там бабки там. Все, 8-8, 7-7, 3-3, 2-2, все, договорились. $1000 это? Хоть миллионов. По рукам ударил, и все, дальше идешь. И вот
почему проблема у многих клубов будет, вы же спрашиваете, я говорю вот в этом. То, что люди до сих пор не могут понять, с кем как договариваться. Они не могут понять. И там миллион менеджеров, которые кому-то о чем-то там обещают, намекают, там, вот так будет. Я же говорю, я иной раз слушаю его, там, человека, как он начинает рассуждать. Я понимаю, что, как бы, ну, далекие люди. Я про это говорю. Ну, в целом-то бойцы не виноваты, ну и эти ребята не виноваты. Просто это недопонимание. А чтобы к этому прийти, нужно сейчас четко понять, что ты хочешь. Любой человек ко мне приходит со своей версией или там со своей, как говорится, путем развития. Я говорю, ты просто пойми, что тебе нужно. Что ты хочешь? Вот взраститься, стать там, вот так сделать и пойти там. Помню про девчонку вот эту, Муздиман. Стояли с Камилом после объединенного турнира. И я Муздиман, знаешь, не то чтобы Камиль ее искал, или я там... Я просто говорю, Камиль, обрати на нее внимание. Девушка очень красивая, во-первых. Во-вторых, сильно бьет. Ну, прям, знаешь, в боксе это редкость, особенно в нашем сейчас пространстве, бывшем Советском Союзе, да, там, она, наверное, редкий экземпляр такой, красивая, скромная, но при этом, при всем, очень сильная девчонка. Он такой посмотрел, и я тогда предлагаю ей, через ее менеджера, вы, говорю, поделитесь, где мага дерется. И что-то, знаешь, как бы вот так воспринимается все, как бы, знаешь, все с опаской. Не знаю. А в итоге, что сейчас делает Камиль? С ней один бой провел, второй бой уже там за 100 штук баксов там начинает качать. Ну, интересно. Почему бы нет? И девчонка заработает, чем она сейчас там простоит долго-долго время. И потом все, никому не нужное будет. Ну, все, там, да, красивая, да, там, да, сильная. Все время прошло. Надо сейчас здесь и сейчас быть, а не где-то там в далеком будущем и один бой в 3 года проводить. И при этом там никому не нужно быть. Давайте про около ММА поговорим. Было одно событие очень крупное, мирового масштаба. Это бокс Биттербиев против Бивола, реванш, второй бой. Я честно скажу, я вот бокс не особо люблю и, в принципе, не особо смотрю. И этот бой я целиком не смотрел. Я смотрел хайлайт и результат. Но он все равно важный для многих, поэтому хотелось бы ваше мнение, может быть, послушать, потому что кто-то, не знаю, может, из вас смотрел, я не смотрел. Крутая история. Быстро все происходит у нас сегодня в спортивном поле, в информационном спортивном поле, да, там вот недавно буквально там мы видели, как их бой раскачивали первый, почему там такой именно триггер был, жена там что-то да, и, по сути, 2 непобежденных боксера, лучшие там в своих дивизионах, огромное, все пояса в боксе, которые существуют, на кону стояли, и плюс еще, да, с Екатериной Бивол был тоже такой скандал. Сейчас она молчала как будто, да, ничего такого я не было. думаю, что, мне кажется, на нее какой-то суд подали, потому что она уже там... Да, и тут, короче, пришел Бивол. Мне нравится Бивол, я Биттербиева не особо наблюдал, а Бивол я увидел после того, как он Альвареса выиграл, да, там, и с Головкиным это смешали. Такой скромный, простой парень. Я помню, что в его подготовке там тоже какие-то казахи участвовали наши, да, там, то ли спарринг-партнерами, то ли что-то такое. Вообще, Дмитрий из да, Петербурга, да, мы с одного зала, вот, с ним. Я там просто тренировался тайским боксом. Одно время я помню, что-то они в Дубае там... Кажется, может быть. Кажется, наш один парень даже там был спарринг-партнером. А вообще Дмитрий выходит с 2 флагами Кыргызстана и России. Ну, не суть, а знаешь, что вообще в целом круто, то, что парни, один с Чечни, другой вот, да, там, с соседней Кыргызии, сегодня все мировое сообщество на себя внимание обратили и выдали такой 2 серии. Мне кажется, даже тут вообще не важно, кто выиграл, кто проиграл. И Биттербиев не особо расстроен был, видел, да, там. Не, он руку даже не пожал. Не, ну это первый раз пожал, а во второй раз они уже качают 3-й бой, чтобы вы понимали.
Ну, там деньги большие. круто, там я что-то видел цифры. По 10 миллионов в первом бою, Нет, по там 20 больше, миллионов во втором бою. Там прям очень, да, очень много миллионов. И сейчас, я думаю, где-то там по 30, по 40 миллионов в третьем бою будет. Я Прикольно? посмотрела выход, мне очень понравился выход Бивола под группа крови на рукаве. Кино. Да, под кино, это классный был такой Ну, он выход. всегда, да, под кино. Скромный? Мгм. Да не, они оба прикольные. И потом подошел к своему первому тренеру, тренер, видимо, приехал, он такой в возрасте уже, и так его поблагодарил. Вот это, Очень кстати, трогательно тренер, было. вот он в Петербурге, как раз в файт-фабрике, где я тренировался, это оттуда он. Мгм. Вот, классный дядечка. Да. Ты не смотришь, да, боксу? Я его весь посмотрел, этот бой. А почему молчите? Ну, а что вы говорите? Я вас не Ну, перебиваю. ты скажи. Офигенный бой. Бивол выиграл. Я его сейчас смотрел с комментариями Кости Дзю. О, интересно. То есть, и Костя Дзю, правда, дал больше очков, Биволу. Потому что там же один же судья дал ничью, а двое других дали победу Биволу. И у меня в Инстаграме и в ТикТоке есть реакция жены Да? Бивола, если что, посмотрите. А вы вот считаете, если сравнивать, ну, допустим, если это возможно, Костю Дзю и Бивол, ну, поскольку он сейчас выиграл, кто более Конечно, крутой Дзю. боксер, да? Конечно, Дзю недосягаемый. Дзю просто Просто я в одном монстр. телеграм-канале видела опрос в российском. Так Кто они в разных сейчас лучший весах. российский боксер? Не, ну они в разных весах, ну, Не, Там- ну, в смысле, по весу выходит? Нет, вообще, ну, по величию, говорит, величию, да? да. Конечно. Конечно. точно. При Дзю. Косте Дзю, Это при его недосягаемо. поединке, какие обсуждения были, Да, как мы да. это смотрели, ты что там... здесь все-таки больше. У него, если есть какая-то, если бой, конечно, с Канело. Вот но у Дзю это же то время, когда. Как этот ученик Майк Тайсона, да, или какой-то братишка Майк Тайсона дрался с Костей Дзю, когда Кость уронил... Забджуда. Вот этот Офигеть, поединок, какой бой это был был. такой- Это вообще же просто до сих пор Мне легендарный. кажется, ему лет уже 20-25. Возможно. Много точно. у него Возможно. сын уже у Кости Дзю, да, тоже Забджуба, да. Да, он Забджуда. выступает, дерется. Восходящая звезда, короче, Ну, он в тот американского момент бокса, вообще да. же он, да? Первый раунд он еще в нокдаун отправил Дзю. В У втором Кости раунде сын- же у должен Кости был. сын, кстати, да, И там? Шанкс, Он иди профессиональный сюда. боксер тоже, но он Ну, последний проиграл поединок проиграл. последний бой, я помню, да. Мы По обсуждали, 20 да. лямов, да, они получили гарантированных. А там еще, наверное, еще поболее. Там еще поболее. Я так думаю, и третий бой. И они пожали друг другу руки, Майкл. Я не знаю, они нормально разошлись. Не-не, один раз не пожали. Второй раз, первый раз, когда объявили, а Ну, потом... Смотрел они нормально, с улыбкой. Все было хорошо. Мне очень понравилось. И Нет, там прям был момент, что с улыбкой не пожали, типа... было Бивол видно по их предложил. лицам, что они оба довольны. Потом что подошел они Бивол, ждут третий по-моему, к бой. нему. Ну, конечно. Было видно. Конечно. То есть, и я Вот это тот случай, когда никто удивлюсь, не если- проиграл. Не удивлюсь, если... То есть, нормально давать, типа, мол, в этот раз выиграю я. Но я, опять же, Нет, я удивлюсь. я не знаю, а чему здесь удивляться, если это деньги. Что значит в этот раз выиграю я? Ну, потому что третий бой логичный только в случае, если побеждает Бивол. Всё. Почему? Ну, потому что. Объясни, Два я вот не он понял. первый выиграл Битербиев, второй реванш. И если опять Битербиев выиграет, зачем третий бой? Он 2 раза выиграл. Почему? Первый раз выиграл Битербиев, Битербиев, второй да. Бивол. Второй раз, если опять... после Если первого- бы второй раз выиграл Битербиев. А, я думал, уже в третий раз. Они договорились. Первый бой все обсуждали, что решение несправедливое. Что Бивол был не в своей лучшей Оно форме уже из-за проблем прошло. с женой. Пускай будет так. Но второй раз, если опять бы отдали победу Битербиеву, то логика в третьем пропадает. Да, да, да. Вот Он и прав, все. он прав. То есть я говорю то, что здесь можно предположить даже и такое. Потому что нет. бабки там прям серьезные. В первый раз они получили по 10 лямов гарантированных. Во второй они раз получили по 20 лямов. Это сколько? Это же все смотрели. Точнее, Весь они мир договариваться смотрел. должны, получается, А в третий раз... То есть я не удивлюсь, если это так. Я удивлюсь. Почему бы и нет там бабки такие? Ну, наверное, Наверное, я прав. об этом мы никогда не узнаем. Хороший поединок, мне понравился. Я такой бокс давно не видел. Особенно работа на контратаках от Бивола, она прям... Хорошая, да. А как это действительно. вот должно выглядеть? Подожди, Сул, они типа, ну, предположим, они договорились, да? Так, смотри, Майкл это заделал. Меня вообще задевают вот эти истории, теории заговоров Заговоров. именно Да. в единоборствах. А потому почему что- они тебя задевают? Вот, я хочу... Почему? Сейчас я Почему? объясню. Почему это вот тебя раз это и задевает? Слушай, может, тебе надо над этим поработать? Я готов объяснить. Оно не Раскрыть должно тебя вот Давайте задевать. попробуем дружище. раскрыть. Да. Что? Давайте попробуем раскрыть. Я понимаю, в футболе, да? В футболе Так. тебе Может, не бьют детская по травма голове, какая-то? ты можешь... Вот да. я вот тоже думаю, вот, Я почему дрался вот за это 20 прям, миллионов. представь, мы уже почти закончили об этом говорить, а он раз... Подожди. У меня все ходы записаны. Я драл за 20 миллионов, не продал бой, мне не выплатили их. Короче,
В детстве было. Вот. Вы попали в цель. Смотри. Так. То есть, как, вот они договорились, у них по ударам практически паритет, но они договорились, что у тебя будет там за бой 200 ударов, у меня 199. Как это вообще возможно? Слушай, если чего-то мы не понимаем, это не означает то, что этого не существует. Знаешь, если ты, к примеру, не понимаешь механизма, как можно сделать это не означает то, что этого не существует. Ты не видишь Марса, но он есть, понимаешь, он там. Так если... Вот и все. Ты не видишь атомы, золотая формула, ты не видишь брат, атомы, я ты понял, не видишь как там квантов не видишь, да? Но они есть, они существуют. Нет, а почему тогда ты говоришь, что если я не могу в своей голове предположить, как они могут договориться, значит, это не работает. А что, так можно было, что ли? Так ты тогда предположи в голове, что они не договорились. Нет, я думаю, что здесь не так сложно, чтобы, допустим, за 20 плюс миллионов долларов договориться. Знаешь, я не думаю, что здесь что-то такое, которое, братан, нам нужно как-то так сделать, чтобы никто не заметил. Ты сказал, бой целиком смотрел? Вот я весь бой посмотрел. Так и о чем договориться? Что он на один удар больше нанесет, он будет считать во время боя? Я думаю, почему только здесь? Может быть, есть и судьи. Почему судьи ты не берешь в расчет? Нет, ты же говоришь, они договорились. Почему судьи? Все они могут договориться. Я, во-первых, сказал, что не если в системе больше двух человек договорились, я говорю, Майкл, подожди. Я сказал то, что я не удивлюсь. Я не утверждаю. Я сказал, я не удивлюсь, что если такое могло бы произойти, было такой факт. То есть, видишь, ты удивишься, а я говорю, я не удивлюсь, знаешь, то есть это нормально, потому что здесь огромные деньги. И если, допустим, они получали в первый 10, во второй 20, в третий, возможно, это даже 40, да, по прогрессии такой, то давайте предположим, сколько получают организаторы этого поединка. Я думаю, не просто так они им заплатили в 2 раза больше. То есть, возможно, потому что получили очень много. И какой сейчас самый ожидаемый боксерский поединок? Не какие-нибудь там те иностранные имена. Битербиев Бивол. Усик Бивол. Третий поединок. Кто же все-таки сильнее? Ну, поднимется. То есть... Бивол поднимался. Майкл. Битербиев с Усиком уже дрались. Майкл, я тебе сейчас объяснил все, ты понял теперь? Да, я не согласен. Ага, все. То есть ты думаешь, что судьи были... Судьями это невозможно договориться? Я не понимаю, если мы уже на Усика перешли, когда Бивол дрался с Альваресом, это какой вес был? Брат, это они... Не, какой вес был? Это был вес Бивола как раз таки. Нет, подожди, Бивол, я так понял, сейчас они в 90 дерутся, да? Нет. Почему 90, брат? Ты что? Да нет, ты что, брат? Сейчас я скажу. Не в 90. Усик в тяжах дерется. Да, но это Усик поднялся. Ну вот ладно, если он даже Усик до этого дрался с Битербиевым. У них был бой. Ну вот скажи, какой вес они дрались вчера? Какой вес, кто знает? Я не знаю, сейчас Майкл посмотрит. Да, я могу загуглить всегда. Да, там ля-бля-ля-ля-бля, что-то вот так же пишется они. Почему? Ну, типа, Libels, как это? Что? Я не могу понять эти весовую категорию. Не килограммы они пишут. Так, 79. В 79 они боксировали? Да. Серьезно? Да. Не может быть. Они были очень большими для 79 килограммов. Да? Почти 80 килограмм, да? А с Альваресом они в каком весе боксировали? Это вес этого же. Как его? Головкина. 74? По-моему, в 76 они боролись сейчас. Ой, боксировали. Кстати, они тоже в 79 с Альваресом. Ну, вообще Альварес на весовую ниже боролся. Сколько, какой? Боксировал. 79. 79, что такое, да. Значит, Усик где-то в 90, да, боксирует, да? Сейчас он вообще в супер тяжелом, да, с Тайсоном Фьюри. Да, супер тяжелый будет. Короче, бокс, да, вообще такая... Давайте еще тогда быстро около спортивное мероприятие. Полностью спортивное, около ММАшное. Супер схватка по борьбе будет сейчас. Резабек Айтмухан будет бороться с Кайлом Снайдером. Ты пойдешь в это? Да, планирую. Просто очень мало, я не знаю, вот у меня такое чувство, что очень мало какое-то внимания к этому событию приковано. Просто люди не совсем, может быть, знают, что Кайл Снайдер — это самый крутой борец Америки, в принципе, вообще. Он первый, кто брал NCAA чемпионом становился, чемпионом мира и олимпийским чемпионом. В один год он становился. Плюс самый молодой олимпийский, по-моему, чемпион по борьбе из Америки в тяжелом весе. И Резабек Айтмухан — это вообще первый, сейчас уже не единственный, но первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана. И это супер типа событие, получается, лучший борец Америки против там лучшего борца Казахстана. И оно как-то вообще, мне кажется, медийно не подсвечивается
Очень, на самом деле, грустное событие. Но вот, ты же тоже за вольную борьбу любишь, следишь. Что думаешь про эту схватку? Ну, Ризабеку, наверное, сложно будет. А у нас, сейчас быстро перебью, ты же тоже тогда был, да, на подкасте, когда приходил отец Ризабека, мы с тобой вместе. Я не был. Тебя не был, да? Не был, да. Ризабеку, наверное, сложно будет конкурировать со Снайдером, но при этом, при всем, если он его выигрывает, это вот, он и так у нас на сегодняшний день звезда, мы же его награждали, и знаем, что это крутейший человек, да, на сегодняшний день в Казахстане. И самое интересное, что он молодой. Самое хорошее, что он молодой, что у него есть шанс при правильном подходе как Федерации вольной борьбы, так и самого Ризабека, тренерского штаба. Он может стать легендой. Легендой, как на уровне там, Танка, да, Сайдулаева и многих-многих других. Снайдер все-таки на закате, ну, вольная борьба не перестает удивлять, да, там люди там до 40 лет все-таки в хорошей ему форме. все 29 Снайдеру, кстати. Снайдеру, ну, я говорю, да. А по сравнению с Ризабеком... Да, просто Снайдер, он стал, первый раз забрал золото на Олимпиаде, когда ему было 20 лет, и сейчас Ризабеку 20 лет, а Снайдеру 29. Офигеть. Вот история, да? Я вот и говорю, а вообще, знаешь, она нигде не подсвечивается. Вот ну, она подсвечивается среди этого. Знаешь, в чем вообще весь прикол? В том, что вот есть необходимость у вольной борьбы продавать билеты. Мне кажется, нету. Да? Там есть, допустим, 3000 мест, которые они заполнят чисто любителями вольной борьбы. Есть такая задача? Я думаю, что нету, и что кто вокруг. Но я согласен с тем, что там, возможно, нужно было чуть-чуть там какие-то там придумать. Фильмы целые, может, снимать. Постеры. Но это уже другой путь развития, другой этап развития. Мы, люди, да, там, которые всю дорогу именно связаны с медиа и контентом, хоть и мы спорт, хоть и мы ММА, но этот спорт, он тесно связан с этим. То есть и ты родился благодаря ММА, и Сула родился благодаря ММА, ну, имеется в виду как каналы, да? Хорошо, что уточнил. И многие другие. Что наши эти бойцы, родители. Традиционная СМИ в единоборствах, она не настолько, наверное, развита, к сожалению. Я вот про это тоже думаю, что в ММА капец, ну, мы какую-то там движуху постоянно создаем, а вот вольная борьба вроде самый старый. Ну, вот я тебе почему и единоборств. говорю, что на сегодняшний день там чемпионы найзы будут больше знать там, чем того же чемпиона Казахстана по мужикам среди взрослых. Возможно, там Шавхат Рахмонов, ну, невозможно, он больше намного будет там... Ну, его в мире еще точно лучше знать, чем Ризабека. Да, вот. Потому что тут медиа, оно бьет каждый день. Ты вообще знал про эту схватку? Про какую? Снайдер. Ризабек Снайдер. Ну, мне... А ты знаешь вообще, кто такой Снайдер? Нет, понятия не имею. Но мне скинули этот, меня пригласили. Ну, ты Снайдер вообще знаешь, что такое? Понятия не имею. Вот видишь, вот и все. И это не Сула виноват в этом. Да, я вообще я никогда ни в чем не виноват. Если кто-то скажет, а я Сула, поверьте мне, наговариваю. Но это как раз таки, эта же схватка делается не для того, чтобы там Мамешвили или там кто-нибудь еще хотел узнать, что кто сильнее, да, там Ризабек или там Снайдер. Это делается как раз в рамках и популяризации борьбы. В Америке это было бы на уровне UFC. Что-то на уровне UFC, там была бы заинтересованность, там бы 1000 людей собралось вокруг этого события. Но у нас это вот так. Кстати, что удивительно, я тоже, ну, я не знаю, получится или нет, хотел записать с Снайдером интервьюшку. Вот. И, ну, в целом много чего там посмотрел, прочитал. И у Снайдера очень мало подписчиков в инсте. У него, по-моему, там 200к всего. Я вот тоже думаю, блин, вот в чем проблема вольной борьбы вообще сегодня? Капец, реально, одна из кружочков на Олимпиаде, это же типа вольная борьба. А там не было такого разговора, что слишком мало, короче, зрителей на вольную борьбу приходят на Олимпийские игры? Там На много Олимпийские игры? чего. Они же хотели убрать вообще Да, вот, с то Олимпиады есть, вольную борьбу. слушай, ну, может быть, это как раз-таки и говорит о... В целом борьба, мне кажется. Вот дзюдо интересное. В дзюдо посещаемость очень большая. Они там развивают внутри сообщества трансляцию, там чуть ли не каждый там член этого федерации может увидеть по платной подписке и так далее, и так далее. Вот такая тема. Это все зависит от того, как это развивается в мире. Вот и все. Ну вот этот, кстати, турнир, это же не любительский турнир, а будет именно профессиональный. ПФЛ. Да, профессиональный. Эта лига, оказывается, присутствует там, в Америке. А да? Я думал, что это российская вообще лига, кстати.
Кто-то говорил же, типа, про поддубный предмет, там, типа, оказывается, нет, это профессиональная... Я ходил на поддубного, кстати. Вот это же она может, и- ты что, по-моему, Я тогда не Не, смог, это нет? лига не поддубного. да? Это профессиональная... Professional что-то Wrestling League. Wrestling, да, лига. Меня, кстати, этот Керимжан. Каримжан, Данияр подтянул туда. Твой Говорит, близкий. приходи, говорит, вот там вот это как А раз он Снайдер, говорит, с отвечает, нашим... он отвечает. Ой, Ну все, ладно. это сигнал. Да. Нас уже пытаются выправить из студии. Да. А вот это не включится у нас свет? О, Не, Ладно. камера пишет? да. Друзья, сегодня много чего обсудили, на самом деле, еще больше всего хотели обсудить, но как видите, что уже... Микрофон-то пишет, нет? Пишут, да? То есть, Вика отключила одним Я морганием глаза, она усилием отключила. воли выключаю Нет, камеру. в ее жемчуг отразился свет в камеру. Майкл. Нет, такого не бывает, ладно. Не, а то, что они вместе сидят, как тебе? А вообще я на то и себя чувствую. Горько! Горько! Миша! Официант, торт! Шампанского. Заканчиваем. Я сейчас буду эту ручку, вот эту в банку гориллы пытаться запихнуть. Ну, знаете, конкурсы на свадьбе. У нас же халяльные свадьбы. Я на такие вас уже нет давно такого? не ходил. Ладно. Вот Сула. Заканчиваем. Заканчиваем. Друзья, сегодня много чего успели обсудить, много чего и не успели. Оставим это на следующую неделю. У нас опять будет огромное количество классных событий. Как раз пройдет, кстати, поединок Снайдера и Резабека. И кроме этого будет еще и UFC, и много чего другого интересного. Так что... Извините, а суд дерется же вот в эти выходные? Второго. Да. И мы ничего не сказали об этом. Мы же... Почему вот, сказали, мы же отцу всегда- сказали же, что он, да ты на Да, волосы это ты поспорил. же хотел На поспорить. волосы же, да. На Но волосы. мы не сказали, что он в эти выходные дерется. Да. В эти Друзья, выходные. в эти выходные экс-чемпион Найзы Асу Алмабаев будет драться в UFC. Мы так будем и смотреть? Конечно, будем. спорить Да, мы у нас будем, нет, будет с тобой? трансляция. Мы с тобой и так поспорили. Айфон или лысый? Нет. Давай, вот спорю, вот я же Давайте после боя ты как пол... раз. Давайте без всяких вот Давай. сейчас. Давай, на Мишина Потому что там есть... Нет, тут раз вы же Там поспорили. есть большая вероятность того, если он выиграет его, Да. есть большая Давай вероятность, сейчас, что ты... давай сейчас бой пройдет. Да нет, тогда эта вероятность там еще больше будет. Не, брат. я же хотел, чтобы А после победы. А зачем после победы? Да, потому что если будет победа, то вполне вероятно. А я говорю, давай-ка вот сейчас. Ты вот что, мы с не тобой веришь в победу спорим. Асу? Я 50 на 50. Айфон. Айфон? Нет. Ну давай я тебе Нет, обещаю айфон. нет. Тогда давай знаешь что? MacBook Pro на M4 Волосы. терабайта SSD. Нурбек, Да ты придется какой-то- лигу продавать. Я говорил, что я... Конченый. Черт. Ужасно. Супанул. Ты чё? Сейчас скажу, шайтан. Так, ладно, будем смотреть совместно. Ты, кстати, пойдешь к нам на просмотр или ты не ходишь к нам? А, ты же свои там какие-то делаешь дела. Понял. Подписчики знают, почему я не буду с ними смотреть, потому что я делаю красоту для подписчиков. На сайте sportov.kz. Красота Сула, в сула. глазах смотрящего. Пират. Пайрат. Ну, Да. вот у меня серьга же. Осталось глаз подбить. только. А Там, мой, кстати, мой корабль мой припаркован. корабль на Каспии, если что. Если кто будет, а где тогда твой корабль? На Каспии, короче, есть вот Вахтау там. Порт Шевченко там, если что, имейте в виду. Припаркован за окном. Да, друзья, во-первых, встретимся с вами на просмотре боя Асу Алмабаева и Манели КП, которые возглавят турнир UFC Fight Nights уже в эти выходные. Кроме того, не забывайте подписываться на все наши социальные сети, и наш Инстаграм, и наш ТикТок, и наш YouTube канал, на котором вы смотрите сейчас это видео, И наш боец. и наш боец Сула, и 1 на 1 без перчаток Виктория и Нурбек Карабала, глава лиги Найза. Да, не забывайте про наш сайт Найза ТВ, там мы делаем трансляции турниров. У нас совсем скоро начнутся турниры серии ЖЭК-ПЕЖЭК. Это турниры для молодых и перспективных бойцов, так что тоже не забывайте отправлять заявки нашему матчмейкеру Жандарбеку. Встретимся через неделю, даже раньше. Всем пока. Ассаламу алейкум. Пока. Аривидерчи. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но
Для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.